Богоявленский храм в деревне Ляли Княжпогосского района восстанавливают поистине всем миром. Настоятелю церкви возрождать святыню помогают не только местные прихожане, но и жители Египта. Это студенты СГУ, будущие медики. Сами они христиане, один из них даже имеет сан диакона. Елена Кононова об интернациональной христианской команде. В Кирульском Свято-Вознесенском храме уже привыкли видеть двух гостей страны Великого Нила. И уже никого не смущает, что ребята крестятся слева направо, указательным пальцем. Все знают, они тоже христиане и учатся в СГУ на врачей. А еще 2 года назад появление православной церкви араба сразу привлекло внимание священнослужителей. Это был Марко Эйса. Как оказалось, в своем родном городе Сахаг, это в Центральном Египте, молодой человек служит диаконом. В нашем понимании, как объясняет отец Владимир, это как пономарь или алтарник. Потому что мне нравится служба в храме. Когда я детей, когда я ребенок, я всегда был в церкви и служба и помочь там всегда так, постоянно. И нравится для меня. Марко начал помогать церкви, выполнять подсобные работы. Затем к нему присоединился Мина Маасад. Они из одного города. Парни представляют одну из древних ветвей христианства – Коптскую православную церковь. Главный признак – татуировка в виде креста на запястье правой руки. Эта традиция появилась в эпоху римских гонений, когда в Египте убивали мужчин, а их дети росли, не зная своей религии. Им стали рисовать крестик на руке, чтобы, когда они, достигнув возраста юности, знали свою веру, рассказывает Марко. Конечно, разница между церквями есть. У них при входе в храм снимают обувь, внутри сидят на скамейках, при этом женщины и мужчины находятся отдельно, и сами богослужения проходят по-другому. Конечно, церкви разные, нет у нас евхаристического общения, конечно, догматические расхождения с Коптской церкви у нас имеется, но тем не менее, все равно христиане, единство во Христе должно быть. И это нас объединяет, именно любовь ко Христу, тем более в эти дни, страстная неделя. Ну, в любом случае, они приходят в храм, египтяне тоже молятся, именно выражают свою веру во Христа и хотят помочь храму. Потомки фараона здесь себя чувствуют как дома, даже трескучие морозы их не пугают. А теперь они и вовсе с отцом Владимиром восстанавливают Богоявленский храм в поселке Ляли Княжпогосского района. В Египте, когда мы были детьми, нам в церкви говорили, что мы должны помогать всем церквям. Каждый верующий должен быть христианином мира, то есть христиане должны везде оставаться христианами. Вот именно поэтому я и хочу помогать. 3 мая на Светлую Седмицу ребята планируют опять поехать в Ляли на субботник. Надо старинный храм освободить от мусора. К египтянам собираются присоединиться и студенты из Индии. Они тоже христиане. Так на земле Коми православную веру будет помогать возрождать интернациональная команда. Елена Кононова, Иван Богомолов, телеканал Юрган.